Второй день. Второй день в Алмате. Ну, фактически это третий, но как бы съемок, так сказать. Второй день. Второй день. Сейчас идем поздравлять нашу старосту. Впервые в жизни дарю цветы, потому что до этого у меня тупо их не принимали, а тут человек не против. Я такой: круто. Идем поздравлять, посмотрим. Будет весело. Она чисто на казахском разговаривает. Это будет для меня сложно, потому что мой уровень казахского на уровне 8 класса. В общем, ну не очень. Посмотрим, что из этого выйдет. Давайте еще раз переходик. Тугис – сволочь настоящая. Он мне говорит: садись на 25-й автобус и доедешь до желанной остановки. И он едет по другому маршруту. Не в том, который был указан в Тугис. Моя реакция? Не знаю. Собака. Из-за этого приходится переносить встречу. Короче, первая форс-мажорная ситуация. Именинница. В Алматы нет слова «я», но есть слово «ты». Всем привет, это третий день, последний день в Алмате. Фактически снова же это четвертый день, но вы сами знаете, почему отчет ведется со второго дня. Сегодня посмотрим пару таких необычных мест относительно. Может быть, скучно будет, может быть, нет. Кому как. Но кто-то смотрит. Мое уважение. Итак, господа, топ-3 приложений для туристов в Алматы. Третье место – Тугис. Да, как бы это странно ни звучало. Третье место решила дать этому приложению. Вы можете смотреть карту метро с помощью этого приложения. Второе место – 2GIS. С помощью него вы можете посмотреть список всех близлежащих музеев, там, всяких достопримечательностей. И первое место – ни за что не поверите, но DoubleGIS. Указав точку А и точку Б, приложение помогает простраивать маршрут между этими двумя точками и советует самый оптимальный маршрут. И есть возможность выбора, на каком автобусе поехать. Он вам показывает маршруты без пересадок и с пересадками. Поэтому очень сильно рекомендуется. Вот такой вот топ-3 приложений вышел. Надеюсь, это очень вам помогло. Ребята, перед вами фотография центральной синагоги Алматы, по мнению многих сайтов про достопримечательности города. И знаете что? Я лоханулся very much, потому что это, как оказалось, на самом деле синагога в Астане. В Астане, ребята, в Астане. А я хожу в Алмате, ищу ее. Действительно, не всегда можно верить интернету. Маршрут перестроен. Следующий на нашем маршруте – римско-католический приход Пресвятой Троицы. Посмотрим хотя бы это. Синагога, конечно, выглядит именно так, как я вот показал, но не совсем так, как показано в интернете. Приход, думаю, более-менее нормально будет показан. Посмотрим, поживем, увидим. Придем, заснимем, увидим. И я, и вы. До встречи. Place
знаете, чего в Алмате еще хорошего? Это люди. Люди. Блин, это круто. Начнем с автобусов. Они просто сидят не за телефоном, а смотрят в окошко. В телефонах торчит, максимум 30% из автобуса. В автобусах очень тихо, кричат только молодежь. Но это как бы свойственно, можно сказать, молодежи. Вот, ой, меня не видно, наверное. Да, меня не видно было. Ну ладно. А то-то вы меня ненавиделись. Вы меня, наверное, ненавидите. Люди, это просто круто. Ты ощущаешь себя действительно в обществе, и как это было прописано в основах анархии, ты смотришь на другого не как на конкурента, а как на товарища, как на друга. Все люди живут в гармонии друг с другом и с городом. И ты понимаешь, что эти жители, они... коренные жители Алматы, они не дадут испортить этот город. Его душевность, его ламповость, его атмосферу. Это тоже очень радует. Горы. Горы видно с любой точки города. Практически. Чаще всего вы их именно увидите. Они всегда радуют глаз. Тоже очень круто. Дошли, увидели. Кайф. Раз дело зашло про религии, расскажу вам про свой опыт. Последний раз я держал Великий католический пост, и впечатления лишь положительные, лишь позитивные. Решил попробовать для себя, ни о чем не жалею. Каждый выбирает, в кого верить, верить ли вообще или нет. Выбирайте сами. Сейчас планируется посетить несколько музеев. Но, скорее всего, видеосъемка там будет запрещена по понятным причинам. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот это домашняя вода. И, кстати говоря, вода в Алматы очень даже хорошая. По сравнению со столовой. А еще говорят, что молодежь окаянное место не уступает в автобусе пожилым людям. За эти 3-4 дня пребывания не было ни одного прецедента подобного случая. Не знаю, всегда молодежь уступала. И при этом всем не как в семье. То есть заходит пожилой человек, кондуктор кричит, половина автобуса пассажиров тоже кричит: молодежь, уступите место. Здесь никто такого не говорит. Молодежь инициативная. Они сами уступают, и в принципе никто не просит. По крайней мере, при мне никто не просил уж точно. А я известен в своих родных краях как чуть ли не гражданин автобусов. Я очень часто на них езжу. Впрочем, как и здесь, в Алматы, очень много времени провел в автобусах. Да, кстати, это ведет еще к одной проблеме Алматы. Ввиду просто обстоятельств. Алматы в 3 раза больше, чем мой родной город. Соответственно, чтобы добраться с точки А до точки Б, приходится ждать практически час. Что на автобусе, что на машине. На машине этому способствуют пробки, соответственно. Но мне кажется, это особенность города. То есть здесь нет ничего такого удивительного. Это норма. Это норма, ребят. Думаю, сомнений нет, то, что я в метро на станции Сайран. Сейчас поедем на станцию Алмалы. Возможно, по дороге встретим театр оперы и балета. Я не видел его, скажу честно. Посмотрим, если на что там поглазеть снаружи. По дороге заскочим как раз таки в любой из близлежащих музеев. Кстати говоря, на повестке дня также парк 28 панфиловцев. Тоже посмотрим. Все советуют, значит, есть что посмотреть. Ну все. До встречи на следующей точке. Только что в метро даже бабушке 50 лет уступили место на моих глазах. Я оглянулся по всему поезду метро и не нашел ни одного пожилого человека, который бы стоял, а не сидел. Сидящих было много.
Так что, ребята, не надо наговаривать на молодежь. Я вот все вижу своими глазами. Проблема номер один в Алматы – это вандалы. Объясните мне, нахера? Я ничего против стрит-арта не имею. Разукрашивайте стены, это красиво. Пусть это нелегально, возможно, но это все не закрашивают так сильно и активно в Алматы. Значит, это своего рода даже легально. Типа, занимайтесь этим, без проблем. Но, блин, ребята, всякие таблички, остановки, ну, ребят, ну, зачем? Нахера раскрашивать остановки? Остановки, зачем? Для чего? Может быть, это там реклама наркотиков, о которой я просто не знаю. Это какие-то их меточки. О, а вот это бан чучело. Употребление наркотиков вредит вашему здоровью, если что. Зачем? Я вот просто не понимаю. Это же остановки. Карта. Зачем ее разукрашивать? Идите рисуйте на стенах. Это не то, что некрасиво. Это как-то подло. Не считаете? Это как-то несправедливо, нечестно. А? Однако, господа, не забываем про то, что Тугис может немножечко обмануть. Немножечко пошутить над вами, и в итоге вы либо пойдете самым длинным путем, либо вас автобус просто увезет куда-то непонятно куда. Про это не забываем. Я вышел на станции Алмалы, и прямо на выходе можно встретить театр оперы и балета. Я думал, до туда нужно будет далеко идти, но, блин, эта красота вот уже совсем тут. Вот тут вот. Сейчас поближе подойду, отсниму. Уже снимается. Солнце в синеве, в серебряной листве нежно улыбнулось мне. Ветер озорной летит, спешит за мной, как наездник на коне. Надо мной небо синее, облака лебединые, и плывут, и зовут дальний путь за собой. Самый любимый экспонат. Вот этот. Браво! Какое качество! Я в зале. Героев декабристов. Давно не плакал, честное слово. Сейчас пробило. Всем мира и добра. Ты смотришь на эти личные вещи, на студенческий билет, часы, браслеты, прочие документы, даже часто без суда и следствия, просто люди умирали. Они такие же, как и мы были. Вот. Такие же люди, вот два глаза, сердце, как говорится. Ну вот, случилось то, что случилось. Вот и музей. 500 тенге, огромный спектр эмоций. Сначала ты ходишь, тебе радостно, тебе по-человечески счастливо, а потом ты заходишь в зал декабристов.
86-го года. В Алмате, кстати говоря. И нас слезы пробирает неимоверно. Я пока не вышел, слезы, можно сказать, лились и лились. Спасибо, что был носовой платок. Советую. Несомненно, советую. У меня еще и билетик остался, никто не проверял. Ну, мне главное заплатил. Место тепла, зелень стекла, место огня, дым. Из сетки календаря выхвачен день. Парк 28 панфиловцев. Пока ничего такого особенного не вижу, но, видимо, предстоит увидеть. Пока просто классно. Своеобразный свежий воздух. А нет, тут есть более интересное продолжение парка. Вот, пожалуйста. Вот где-то здесь. Очень красивая церковь, православная. Также все зеленым зелено, но тут больше такой развлекательный сектор, можно сказать. Теперь ищу музей. Музей музыкальных инструментов. Посмотрим. Говорят, казахи только мусульмане. Неверное суждение. Я видел лиц полностью казахской внешности, выходящих откуда? С церкви. Отсюда возникает вопрос, где русские? Я шучу, конечно. Они здесь тоже есть. Но суждение о том, что вот если ты казах, то ты обязательно мусульманин и никак иначе. Это суждение, конечно же, неверное. Вот так вот. Шах и мат. Шах и мат, мои родственники. Иду дальше искать. Первый музей такую бурю эмоций вызвал. Полный прям спектр всех эмоций. Я без слов был практически после того, как вышел из этого музея. А сейчас иду в музыкальные инструменты. Там, я думаю, плакать не придется. Оказалось, я просто вошел не с той стороны, с боковой, так сказать. Ну, парк 28 панфиловцев, он на месте. Просто вход, оказывается, не тот был у меня первоначальный. Очень даже красиво. А еще цветочки. 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 Люблю цветочки. Надеюсь, вы тоже. Да. Входов здесь оказалось несколько. Я специально руку поменял, которую держу. Если что, я не инвертировал видео. Входов здесь несколько, и каждый из входов удивляет. Вот что я вам скажу. Блин, я привык смотреть в левую сторону. Вот, буду вот у вас смотреть в правую сторону. Здравствуйте. Много здесь входов и выходов. Но каждый из них действительно поражает. Чем-то своим. Все очень просто. Все сделано очень просто. Обычный парк. Но, блин, что-то есть свое. Что-то в нем есть свое. Опять не тот вход. Вот, пожалуйста, вот центр. Центр всего парка. Вот он центр, и получается вход был где-то вот оттуда или вот где-то вон оттуда. А вот сзади меня, знаете, что находится? Вот это вот. А я сейчас дойду и покажу вам. Я вам дойду и покажу, потому что я сам не знаю, что там будет, но что-то громадное и интересное. Ведь действительно. Вот что в итоге там стояло. Вот, кстати говоря, весь остальной парк. С этой вот стороны. Здесь горит вечный огонь. Здесь он прям чувствуется громадным и массивным. Это синонимы, я знаю.
большой, прям большой. Блин, я думал, он здесь закончится, но нет, он здесь не закончится. Не это ли музей музыкальных инструментов, а? Вот смотрите, вот это вот здание. Разве это не музей? Сейчас проверим, посмотрим. Но здесь еще есть статуя. Дальше не вижу, там склон вниз. Вот иду к этой статуе. Кстати говоря, могу сразу вам показать, повернувшись прямо сейчас. Вот. Пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас поближе подойду, будет такой футаж. Вот это вот. Вот этой вот статуи. Вот, все. Футаж БТ закончился. До свидания, гудбай. Домбра, моя любовь. Это вот эти вот инструменты. Одна палка, два струна. А их, кстати, здесь больше. Здесь целый зал домбр. Дальше образы идут. Ну, правда, здесь здесь есть что. Гармошечки. Это не домбра, если что. Ну, на всякий случай, вдруг вы сомневались в чем-то. Вот эта большая жопа называется наркобыз. Я не знаю, как она звучит, скажу честно. Пусть я и казах. Здесь в каждом зале играет домбра. Правда, не живая музыка, но сыграна на реальных инструментах. Надеюсь, это слышно. Вот это домбра. Розово-фиолетового цвета. Просто это не передает камера. Она кажется коричневой на камере, на видео, но на самом деле она розового цвета. Гламурненько. Более того, это двусторонняя домбра. Получается четырехструнная. Математика. Необычно. Не знал. Прима кобус. Кобус. Альт кобус. Ну и это, соответственно, бас, домбра. Вот такая. Струны, как у гитары. Железные. Ну, такие медные, получается. Этот день полон открытий, я так понял. Домбра-молоток. Ну, это, правда, не домбра, это что? О, кстати говоря, Тува. Айже, привет. А Ежи передаю привет, это Тува. Тува халкан инструмента. Ну вообще, красавцы. Вот вы, конечно, придумали из кувалды сделать музыкальный инструмент. Мое почтение, народ. О, смотри, еще там лошадка есть. Ее пока что в бишбармак не пустили. Красота. Короче, лошадей не только, оказывается, в бишбармак пускают. Но это, видимо, не у казахов точно. Спасибо, что подсвечиваете. Китайцы тоже приколисты, только они делают, видимо, кувалду еще из змеиной кожи, но еще решили из этого сделать музыкальный инструмент. Красавцы. И вот это вот. Возможно, на этом удобно играть. Возможно, да, все возможно в этой жизни. Ну и вот, собственно говоря, другие инструменты. Сонговые музыкальные инструменты, я не знаю, я китайский не знаю. И выхожу я с презентабельного входа в этот парк. Вот и все. Вот и все. Музей достаточно так удивил. Увидел своих родных тувинцев. Вам снова же большой привет из Казахстана. Прикольно. Прям во всех странах есть приколисты, которые что только не сделают ради того, чтобы их музыкальный инструмент был оригинальным и особенным. Я
Попробовал и KFC, и Макдональдс. И вот что скажу. KFC это адекватно по цене, но не сытно. Макдональдс это неадекватно по цене, но сытно. Типа вкусно, сытно, да, действительно, но платить 2000 за бургер, уж простите. Такая себе затея. Ну все, господа, домой. На пояс, спать. А завтра утром пойти работать в огород. Короче, спасибо, что были со мной все это время. Давно этого не говорил, но лайк, подписка, комментарий. Все очень-очень даже приветствуется. Всем пока. До новых встреч. We've been together long enough to realize that now is the time. No excuses, no fight, no tears, but just a kiss before you go.